Раковское шоссе – место горьких слез, стена плача, которая каждое утро и каждый вечер превращается в стену из пробок и заторов. Широкая дорога. От Залесного и дальше от города почти отсутствуют светофоры, но участок неизменно встает. Не то чтобы это какое-то заколдованное место, такие магистрали есть везде. Есть и в крупных городах, и за пределами России. Точка въезда в город или выезда из него всегда сложная, и всегда головная боль обывателей и чиновников. Вот тут и включается тот самый миф как способ решения, мол, сейчас только полосу добавим, и все поедет. За Горьковским шоссе строится довольно большое количество микрорайонов. Это уже всем известно Салават-Купыре. Это и Радужный Васильново, это и Залесные Сити, и в Юдино строятся новые дома. Ну и, разумеется, у наших властей стоит вопрос, а что делать с растущим населением той залесной части города, и как же ее привозить в город? Ну, дело в том, что строить и расширять дороги – это самое простое решение, которое приходит в голову нашим чиновникам. Но проблема-то в том, что мы с вами прекрасно понимаем, что это не последний комплекс, жилые комплексы с той стороны. То, что город и дальше будет расти в ту сторону, расширяется и Зеленодольск. Город становится больше, ему предлагают больше пространства. Логично? Тогда в чем загвоздка? Предложение рождает спрос. В итоге загруженность остается, иногда усугубляется. Экономисты называют это явление индуцированным спросом. Когда вы предлагаете чего-то больше или по более низкой цене, люди с большей вероятностью воспользуются этим. Но почему-то городские власти всегда упираются в этот как будто единственно возможный вариант, хотя эксперты предлагают зайти с другой стороны, например, со стороны общественного транспорта. И сразу эту полосу ее выделить под скоростной транспорт, то есть либо метробус, либо трамвай. У нас очень много думают, как же решить вопрос транспортной доступности в Салават-Купыре. Много проектов. Мы туда электричку пустим, мы туда запустим метробусы, трамвай пустим. Но все эти проекты, вот что их объединяет друг с другом, все они не начаты. Проблема в том, что у нас автобус в Салават-Купыре пустили для галочки. То есть то, что туда запустили, это ненормальный общественный транспорт. Это порнография. Вот по-другому сказать я, к сожалению, не могу. В Салават-Купыре дворовые территории завалены автомобилями, и там действительно ходят два автобуса. 62-й, который вообще не едет в центр, но попадает на станцию ближайшего метро через авиастроительный район. И 36-й, у него более прямой маршрут до станции метро Ешлек. Правда, в центр города он тоже не едет. Проведем эксперимент. Мы сейчас попробуем разделиться с нашим оператором и доехать до города и на автомобиле, и на общественном транспорте. Проверим, насколько это будет долго, проблематично, и отследим разницу по времени. А заодно, кстати, проверим, сколько нам ждать автобуса. Плюс, автобус приехал удивительно быстро. Минус, на длинном протяжении дороги у автобуса нет своей полосы. Ехали мы всего лишь до разъезда Восстания, и мне удалось прибыть на место в течение 40 минут. Автомобиль, конечно, добрался быстрее, за 25 минут. На самом деле это 2 часа дня. В данный момент на дороге нет пробок. Самый пик – раннее утро и вечер. И вот тут, по словам жителей, начинается отдельное шоу. Тут вообще час пик, невозможно даже в автобус зайти бывает. Мест нет. Ну, рано выходить надо, например, стоять и ждать. Некоторые говорят, по полчаса ждут автобуса. Ладно, летом тепло, а если по морозе же холодно. Город стимулирует ездить на автомобиле, хотя на самом деле градостроительный лозунг сегодня во всем мире звучит так: стройте меньше дорог и развязок, развивайте общественный транспорт. Никаких других вариантов нет. У нас, к сожалению, общественный транспорт не разделен на развозящий транспорт и экспресс-транспорт. Например, пересекая Казань, такой транспорт должен останавливаться не больше, чем 4-5 раз. То есть остановки через 3-4 километра у него. А вот развозящий транспорт, он останавливает через каждые 300, 400, 500 метров, а в центре города даже через 200 метров, по идее, должен останавливаться. И там происходит пересадка со скоростного транспорта на развозящий. При этом важно, чтобы работал единый билет, чтобы не надо было 2 раза покупать билеты. Это все порой кажется абстрактными рассуждениями, но эксперты объясняют, в действительности тут важна дальновидность, смотреть дальше и шире. Не на 3-4 года, а на 10-15 лет вперед. Учитывать запросы, мотивы и даже психологические аспекты. И понимать самую главную истину. Вы не попали в пробку, вы и есть пробка.
действительно расширено шоссе по всей длине, возникает иллюзия, что шоссе не загружается никогда. Сейчас люди, которые подумывают над тем, а не купить ли землю где-нибудь в Ильинке, а не купить ли пологорода где-нибудь в Васильево, чтобы жить изолированно, они думают, но пробки-то все равно не позволят жить нормальной, полноценной жизнью. И тут возникает такой соблазн, что действительно можно доехать в какое-то разумное время. Но когда такое решение принимает один человек, эффект никакой, но если так подумают многие... Так как проект еще не готов, судить рано. Однако уже непонятно, как будет добавлена полоса в местах, к примеру, на улице Можайского, где есть наземные пешеходные переходы. Широкая дорога – это часто опасность для пешехода. Предпроектные работы обещают, появятся новые подземные и наземные переходы. Однако проблема остается для маломобильных граждан, инвалидов или матерей с колясками. Лифты в наземных переходах зачастую не работают, а в подземных отсутствуют пандусы. Гарантировать, что лифт никогда не встанет, нельзя. То есть должен быть сохранен аварийный вариант одноуровневого перехода. Должна быть резервная схема работы светофора, которая в случае, если лифт встает, то буквально в течение суток переключается именно на этот режим. Расширение дороги в отдельных случаях выход. К примеру, выезд из поселков. Движение там организовано, как правило, с одной полосой в одну сторону и с одной в другую. Хрестоматийный пример – Куюки, Осиновый и тот же Салават-Купере. Вот где требуется увеличение дорожного полотна. А вот на большой дороге обратить внимание надо именно на перекрестке. Основная проблема возникает не на перегонах, на широких перегонах, а на пересечении. То есть у нас с вами может быть по две полосы в каждом направлении, но на пересечении мы с вами обеспечиваем различными методами такую организацию движения, что пропускная способность у нас растет. Допустим, мы с вами именно на пересечении сделали 3 полосы, или не 3 полосы, сделали оттянутый левый поворот. Совершенно не обязательно даже строить транспортную развязку. Конечно, чем больше будем увеличивать, тем больше будем получать транспортных потоков. Но вот здесь как раз вот в этом и искусство, условно говоря, транспортного планировщика, организатора движения, транспортного модельера. В этом как раз и искусство понять, где находится тот самый предел, за который мы уже, в принципе, не должны переходить. Безгранично расширять все равно, что подкармливать монстра. Это искусство найти баланс. Точку равновесия можно смещать путем сокращения полос для автомобиля и увеличением доступности общественного транспорта. И наоборот. Будем надеяться, что все эти нюансы в новом проекте будут соблюдены. Диляра Исупова, Андрей Мохов, Роман Безменов, 7 дней.